Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Брокерско-риэлторское агентство «Выгодная ипотека» занимается одобрением ипотеки, подбором недвижимости, сопровождением сделок от начала до завершения. О деятельности агентства и о том, как оформить выгодную ипотеку, расскажет гостья студии Анна Туласынова, директор брокерско-риэлторского агентства «Выгодная ипотека». Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания называется «Выгодная ипотека». На рынке недвижимости мы уже более 10 лет. Как вы сказали, мы упор основной делаем на одобрение ипотеки. Также занимаемся подбором недвижимости, да, и сопровождением полным, что включает в себя ипотечное страхование и оценку приобретаемого имущества. В этом году у нас расширение географии продаж. Да. Многие клиенты наши, наверное, ждали. Теперь мы заключили договора с крупными застройщиками нашей страны, с лучшими, можно сказать. Да. Около 70 застройщиков в Москве, в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Краснодарском крае. Поэтому вот шире география теперь. Отрадно это признавать. Скажите, какие ипотечные программы сейчас наиболее востребованы? Самые популярные ипотечные программы у нас в регионе – это, конечно же, дальневосточная ипотека. Это все уже, наверное, знают, что это для молодежи до 36 лет семейным, либо в браке, либо с детьми. Да? Также вот с этого года у нас нововведение тоже – это семейная ипотека. Это для семей родителей, да, у которых родился ребенок после 18 года, один может быть, да, либо двое детей любого возраста до 18 лет. И есть еще господдержка. Все эти программы подразумевают покупку недвижимости на первичном рынке, а также строительство. Вот что стало очень популярно в последнее время, да, потому что, учитывая суммы 6 миллионов, это максимальная сумма кредита по господдержкам, получается только однокомнатная квартира, а за эти деньги можно построить около 100 квадратных метров жилья, учитывая то, что эта программа как раз-таки для семейных, да, соответственно, люди больше выбирают строительство. Давайте поговорим с вами про ипотеку на строительство, потому что это один из волнующих вопросов в последнее время. На самом деле тут нюансов очень много. 18-25 числа у нас в агентстве будет ярмарка проводиться с лучшими подрядными организациями нашей республики, которые имеют аккредитацию практически во всех банках. И так как мы работаем уже больше 10 лет и видим реальные проблемы реальных людей, да, то предлагаем, имеем возможности, используя разные программы разных банков, предложить не только через подрядные организации, но и так называемый самострой, получить деньги, кредитные средства, которые люди получают, да, зачисляются на их же лицевой счет. То есть есть возможность самим выбирать, торговаться на свое усмотрение, как-то приобретать материалы, нанимать подрядные организации и так далее. Скажите, по какому адресу будет проводиться ярмарка? У нас два офиса. Первое, 18 числа у нас ярмарка будет проходить на Пояркова 20/1. Там есть вывеска «Выгодная ипотека». И второй адрес у нас Ярославского 20, там будет ярмарка 25 февраля. Всех ждем. Анна Николаевна, такой обывательский вопрос. Есть ли существенные различия в программе на строительство в различных банках? Да, есть такое. Действительно. Многие банки, так как на момент строительства, на период строительства выдают, пока не имея ничего, страховки, да, для себя, выдают уже живые деньги, то они требуют либо залог, либо поручителей. В нынешнее время у многих уже у самих есть кредиты и так далее, да, и, соответственно, бывает сложно найти поручителя или залог, в котором нету обременения или нет детей, да, несовершеннолетние, если есть, а в долях тоже не может банк взять в залог такую квартиру, то, соответственно, есть банки, которые
выдают средства на строительство без залога и поручителей. Ну, там, конечно же, опять есть свои нюансы. Все всем никак не получится. Но те, кто к нам приходит, мы им обязательно пытаемся помочь. И чаще всего в 90% это у нас получается. Плюс есть свои нюансы в рамках первоначального взноса. Да, так, на строительство вообще подразумевается, что когда нету жилого дома, средства материнского капитала невозможно перечислить на, вообще, некуда переводить, да, получается. И есть такие возможности, опять же, да, с помощью подрядных организаций использовать эти средства материнского капитала и тем самым увеличить сумму. Так, более того, у нас есть интересные такие фишки нашей организации, нашего агентства недвижимости. Это все на самом деле знания наши. Это не что-то... Вот есть же такое понятие, как ипотека без 2 НДФЛ. Да? Люди думают, это что-то незаконное. На самом деле есть много банков. У нас в Якутске, например, около 10 банков, которые выдают ипотечные кредиты. И у них около 10 программ. Да? И наши ипотечные брокеры знают вот все программы всех банков. Поэтому есть возможности использовать по разным программам, в общем, получить одобрение без 2 НДФЛ. Да? У нас есть также возможности снижать ставку обычную вот на вторичном рынке сейчас. Вообще, конечно, вторичный рынок – это уже готовое жилье, там меньше всего рисков, и банки, естественно, ставят ставки больше. Стандартные ставки сейчас 10,6 на вторичном рынке. Мы для наших клиентов предлагаем, объясняем опции банков, где есть возможность снизить эту ставку до 6%. На вторичном рынке. А по господдержке и по семейной ипотеке, которая уже как бы и так снижена, да, по господдержке сейчас ставка 7,7%, по семейной ипотеке это 5%, но есть еще возможность уменьшить эту сумму ставку до 3%. Есть также возможность увеличивать сумму кредита, если лимит, например, по всей стране по этим господдержкам подразумевается 6 миллионов, в нашем регионе, да, и в центральных это 12 миллионов, то у нас есть возможность увеличить как на строительство, так и на новостройки, эту сумму увеличивать аж до 15 миллионов, что очень актуально, потому что 2-3-комнатные квартиры уже не могут стоить у нас 6 миллионов, да, но и на строительство, если хочется, чтобы и участок поближе к городу, и дом побольше, и гараж тоже нужен, да, все нужно. В этом случае есть такая возможность. Скажите, а на приобретаемые участки есть какие-то ограничения или требования? Да, на самом деле, кстати, вот тоже интересный момент. До прошлого года на земельные участки было требование, чтобы он был обязательно ИЖС. Так, вот недавно были нововведения, и теперь банки не требуют, большинство банков, да, самый крупный это Сбербанк, он снял такое ограничение, не обязательно это должен быть участок ИЖС, более того, на нем еще может быть зарегистрирован какой-то иной объект, если раньше требовали, чтобы только пустой участок был, да. Вообще в разных банках есть разночтение. Если в одном банке, например, нельзя, чтобы был там обязательно пустой он, да, то в каком-то другом банке может такое принять банк и пропустить. И вот по ВРИ, да, это вот вид разрешенного использования участков, да, в большинстве банков, конечно, ИЖС, но вот Сбер, например, он пропускает и другие виды. Дачные, например, ведение садоводства. Основным условием это является передача в течение 2-3 лет построенного дома в залог банку. Иначе будут у заемщиков штрафные санкции. Все это прописано в кредитном договоре. Многие
могут забыться, да, в течение 2 лет, что они таки должны передать в залог банку. Но, тем не менее, нужно не забывать, что обязательно нужно поставить дом на учет и передать залог банку. А для этого обязательно нужно, чтобы было разрешение на строительство, точнее уведомление о соответствии, да, планируемого строительства. Так. И еще один момент я хотела... вот, очень тоже такой интересный момент. Многие не знают, да, что на самом деле можно вот это уведомление, полученное продавцом, оно как бы не аннулируется, а можно перевести уже на имя нового собственника. Поэтому важно получать именно вот это уведомление до выдачи кредита, что мы и делаем для наших клиентов в нашем агентстве в обязательном порядке. Ну что ж, Анна Николаевна, я благодарю вас за беседу. Возможно, у вас остались какие-то пожелания для будущих клиентов вашего агентства. Ну вот немножко хочу рассказать, да, что для наших клиентов мы, конечно, очень рады использовать все свои знания, все свои возможности. У нас есть отдельно ипотечные брокеры. Кто обращался в нашу компанию, знаете, наверное, да, что для нас принципиально важно, чтобы наш клиент получил самую выгодную ставку по ипотеке. И весь рынок, который вот есть в продаже в нашем регионе, да, он для нас, для каждого нашего клиента он доступен, поэтому приглашаем всех, ну, во-первых, на ярмарку, во-вторых, вообще всегда мы открыты и ждем на Ярославского 20 и Пояркова 20/1. Ну что ж, я благодарю вас, Анна Николаевна, за интересную беседу. Более-менее стали понятны различные тонкости и нюансы в сфере ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства. Большое спасибо, что нашли для нас время. Спасибо, и стали что гостями нашей пригласили. студии. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.